Будем стараться смотреть сюда, короче, все? Да, я только сюда буду стараться. Да. Какой-то олимпийский Где-то в Бразилии, которые там большие стадионы, и то там по-бразильски надо петь. Секс на концерте. Так, всем здравствуйте, дорогие друзья. Рады вас приветствовать на новом подкасте. Формат видео для нас свой новый. И решили для вас снять такой видеоролик в формате видеоинтервью. Хочу вам представить Владимир Шинжаев, артист чувашской эстрады, друг, коллега. Вова, как твое настроение сегодня? Настроение отличное. У тебя у самого как настроение? Я заряжен сегодня снять с тобой хороший ролик и отлично отработать в Ульяновске, куда мы сейчас с Володей и движемся. Владимир Шинжаев, участник и неоднократный победитель хит-парадов в ротации местных радиовещаний Чуваш Радио, Национального радио Чувашии, Таван Радио, победитель в номинации «Звезда хит-парада» от Таван Радио, участник ежегодного видеофестиваля лучших песен года Чи Лаях Юра, участник детского фестиваля конкурса Кемель Саза. Как мы назовем подкаст, пока еще не решил, не знаю. В общем, главное начать. Может, даже и подписчики присоединятся. Да, вы можете поучаствовать. Название. Да, формирование названия подкаста. Уже давно, да. Я думаю, комментариев будет много. Надеюсь, да. Пишите там в комментарии все. Все вообще, о чем думаете. Все пишите все. Особенно хейтеры, пишите, я вас жду. Нет, у меня хейтеров нет. Жить без вас не могу. У меня хейтеров нет, и на этом видео пониже там внизу хейтеров не будет. Без них дышать нереально. Ты чё? Без них никак. Братан, хейтеров нет, значит, у тебя не очень идут дела. Ровно, да. Это показатель. Итак, друзья, мы начинаем. Вов, ты готов? Я всегда готов. Готов открыть свою душу подписчикам? Я всегда открыт для всех. Почти. Рассказать все... А теперь для всех, можно сказать. Да. Рассказать всем свои сокровеннейшие тайны. В общем, ну что, поехали тогда. Первый вопрос. С кем из российских исполнителей или групп ты бы хотел записать дуэт, фит или что-нибудь такое совместное? Дуэт, ну, конечно, это еще мечты. Но тем не менее, конечно, они задумываешься. Если о них долго думаешь, идешь вперед, то любые мечты, конечно же, согласен. Все-таки, может быть... Но в любом случае, с кем-то же рассматривал что-то записать, правильно? Из чувашских каких-то певцов, из российского куру. Из чувашских есть в планах записать, но пока не буду раскрывать тайны. Из российских певцов Элвин Грей, кто знает его, так, пишите в комментарии, ставьте плюс. Вот именно с ним хотелось бы. Давно слежу за его творчеством, нравится его творчество. А из более, может быть, популярных, вообще всем известных певцов? Ну, об этом пока не думал. Хорошо. Он набирает популярность. Кстати, популярный, можно сказать. Грей? Да. Очень популярный. Тут даже кстати, сам, по-моему, ходил на концерт, да, его? Да, не обсуждается. Согласен. Интересная, очень харизматичная, интересная личность в плане, образ, по крайней мере, у него прям близок мне. Респект ему. Слушай, ты гастролировал много, да? У тебя есть какой-то опыт гастролей, каких-то таких, наверное, есть какая-то база воспоминаний. Расскажи несколько курьезных случаев из творческой жизни. Курьезных было много, даже и не вспомнишь. Ну, то, что можно рассказать нашим подписчикам. Вот, как раз недавно проезжали город Канаш. Кто с Канаша нас смотрит, всем привет. Недавно проезжали, хотел тебе историю рассказать, но я думал, оставлю как раз на подкаст. Видишь, я уже знал, что ты спросишь. Остановились в кафешку, попить кофе перед концертом, держали путь на концерт. В итоге зашли, поели там
пирожков, попили кофе. Выходим, садимся в машину, пытаемся завестись, а машина не заводится. А нам надо по времени успеть на концерт. И останавливается одна машина, такая черная, большая, мы думаем, неужели есть люди на крутых больших машинах, которые могут нам помочь? В общем, остановился, узнал нас, решил подвезти. Тогда, по-моему, ездили в Ибресе. Кто с Ибрис нас смотрит, тоже всем большой привет. В общем, нас довез. Он оказался еще фотографом-любителем. Пофоткал нас на концерте. Он сам даже... Самому ему даже понравилось наше творчество. Он сам не думал то, что вот окажется в такой ситуации. Мы сами не думали то, что окажемся в такой ситуации, то, что мы на дороге сломаемся. А вы спешите куда-то, едете, да? На концерт? Да, мы на концерт едем в Бресте. А он сам вот местный, канадский. Плюс загнали машину. У его друга там рядом автосервис. Пока мы на концерте отработали, на обратном пути уже у нас машина была готова. Большое спасибо таким людям, которые помогают на дорогах. В любой непонятной ситуации помогают. Лайк таким людям. Мир не без добрых людей, это факт. Еще какие-нибудь случаи были, к которым ты не был готов? Какие-то, может быть, не очень приятные, но интересные, любопытные. Ну, так и не вспомнишь. Надо долго сидеть, думать. Много было случаев. Хорошо, если может начнешь быть, рассказывать, то у нас подкаст выйдет там на час, на два, на три. а у нас нет ограничений. Ну, я думаю, ты начинаем. вопросов много подготовил. Перейдем, наверное, к следующему Если вопросу. ты что-нибудь такое вспомнишь, то обязательно расскажешь. Конечно. Топ-5 исполнителей, групп, которые ты предпочитаешь слушать. Или петь, или слушать. Ну, на первом месте я поставлю Юрия Шатунова, Царство Небесное ему. Первый. Первый. Второй. Мы поставим вот как раз Элвина Грея. Давно слежу за его творчеством, тоже пою. В машине езжу, пою. Так, три. Как ешь? Из современных песен. Исполнителей, точнее. Современных можно, да? Да, вообще все. Можно. Можно Битлз. Я люблю в основном рэпчик слушать. Так, что из рэпа? 52. Да, здравствуй, Санкт-Петербург. Слышал? Нет, это кто? Алблок 52. Это Такой исполняет. исполнитель есть. Питерский. Как? Алблок 52. Так. Он. Так. Я не выговорю. Давай. Еще два. Егор Крид поставим. Егор Тоже Крид. молодец. Представьте себе. Двигается везде. И- И не только в музыке. Согласен. И стримы смотрим, и вообще следим за его влогами. Да, вопросов нет. Тоже уважаю. Пятый, да, еще? Хотя бы 5. Давайте. Можно и из чувашской. Может, ты фанатеешь от чувашской музыки. Чувашский. Такой есть исполнитель чувашский. С Ивлом Алёжа. Знаете? Ты не слышал? Теперь уже знают люди. Ивлом Я не Алёжа. слышал. Очень хорошие песни. Ну, не знаю, он не везде сверкает, я так думаю, но когда-то стрельнет. А можно Да, еще раз? стрельнет. Как его зовут? С Ивлом Алёжа. 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 Алексей его зовут. Алёжа, да? Сын Алёжа. У тебя есть фанаты. Имей в виду, Шинжаев твой фанат. Самый главный. Главный фанат, да. Слушай, не отходя далеко от этой темы, темы чувашской музыки, что бы ты хотел внести в чувашскую музыку? Что бы ты хотел исправить? Может быть, какие-то изъяны видишь? Как-то, я не знаю, но изменить. Есть что изменять в чувашской музыке? Или все хорошо, все идеально, все как надо? Ну, исполнителей хотелось бы, которые вот для молодежи, молодежную музыку делают. То есть недостаток именно
Чтоб бас такой в техническом уровне, да? То, чтоб что- бас такой Да, да, да. жирненький, чтоб флоу, читка там какая-то где-то там, ну, в стиле рэпа. есть такая... С добавлением, знаешь, какой-нибудь нотки вот чувашского там фольклора. Да. Есть такое ощущение, да, что немножко однообразно делается. Да, сейчас да, всё, да, да. Либо там какие-то чувашские застольные песни, либо вот сейчас популярный такой быстрый темп. Многие сейчас вот этот вот тренд перехватили и делают такие современные танцевальные песни. Это звучит, это Ну, чтобы танцевально. молодежь но- интересовалась в основном. Но Вот да, но хочется таких чего-то исполнителей. нового, чего именно в чувашской попсе нету, не было и нету. Может быть, это не популярно, есть какие-то свои, наверное, причины. Да, и поэтому туда никто не лезет, так скажем. Да. Их никуда Вот особо не хочется воткнешь. какого-нибудь уникального такого вот исполнителя, Да. который вот только самородок такой начинает двигаться. Попадались мне на башкирской эстраде сейчас парнишка новый там, Baby T, может слышали, башкирский парень, делает тоже Как еще раз? Baby T. Ну, мы напишем потом эти титры. Да. Оставим ссылочку, тоже не слышу. Делает тоже вещи с народным фольклором и под биты вот эти вот уже молодежные. Хорошо, двигаемся дальше. Ты человек холостой, по крайней мере, не Нет, жена, нет. да? Вот, опиши несколько качеств, таких самых важных качеств у женщины, которых ты ценишь больше всего. Характер, Так, показал Какие-то- кольца нет, но какие-то... скоро будет. Ждите. Не расстраивайтесь, это всегда есть шанс. Он Да. пока не жена. Всё нормально. Опиши, ну хорошо, если хочешь, можешь, в принципе, описать качество своей женщины, с которой ты планируешь свадьбу. Топ-5 качеств. Это внешние качества, это может быть внутренние. Давай, считаем. Ну, по-любому должна Первое. быть симпатичная. Симпатично. Ну, там, как душа подскажет, кстати. Ну, вот симпатичная. Это какой-то коннект с душой. Ну, если сердце подскажет, там уже сразу влюбишься во все недостатки ты уже примешь. Но тем не А так менее. главное, чтобы тем не верная менее. была. Ну Ты хорошо, себе давай поймайте. тогда внешние, да? Если так. Внешность. Рост, может быть, какие-то есть Нет, предпочтения, поэтому цвет нет. глаз, Блондинки, брюнетки, без разницы. без разницы. Так, ну мы пока два только с натягом, только Верная. Верная. ты верно, Загибнул. верно. Ну, Есть это... такое слово в русском языке загибнул? Да, верно. Это вроде очевидно, но это важно, да? 3. Да. Угу. Понимающая, Понимающая. веселая, но где-то серьезная. Ну, Ну, прям таких в меру, серьезных. да, да. чтобы и чувство юмора было, и, Главное, чтобы не токсичная была. и не токсично. Видишь, сколько мы уже перечислили? Хорошо. Везде понемножку, где-то хорошие качества принимаешь, где-то плохие тоже принимаешь. Так что тут Плохие, сердцу не подскажешь. плохие становятся положительные, да? Ну, в любимой женщине так. Повторюсь, ты много выступал при полных залах, И при неполных. при неполных залах выступал, но тем не менее хочется, чтобы ты рассказал именно про полные залы. При каком максимальном количестве аудитории ты выступал в своей жизни? Именно или концерт, или сольник, самое максимальное. Концерт, сборный концерт чувашских артистов. Ну, это ТГ тракторостроителей, я там не помню, сколько мест. Докатор же стоит 800 тысяч, по-моему. Тысяч? 800 или 1000? 800 тысяч. 800 тысяча тысяч где-то, было, да? было Примерно, бы, конечно, круто, но это уже, Ну, это даже уже не олимпийский, это, не знаю, это что-то, мечты. да, Это олимпийский, но какой-то олимпийский другой. где-то в Бразилии, которые там большие стадионы, и то там по-бразильски надо петь. Сошла из ча. Ну, в общем, 1000 человек примерно, да, получается? Ну, примерно где-то так. Хорошо, ну и что вообще скажешь про вот эту вот энергетику, когда там тебя поддерживают, когда люди встают с своих мест, 1000 человек?
и поют твои песни, там, да, танцуют, ты чувствуешь же вот эту вот синхронизацию со слушателями. Чувствуется энергетика мощнейшая. Перед выходом, конечно, на сцену волнуешься, как всегда. А как ты заряжаешься перед такой публикой? Как они дают свою энергию. Нет, Там сразу может уже быть, ты начинаешь заряжаться. как-то настраиваешься, я не знаю, или ты выходишь, берешь вот эту энергию и отдаешь обратно ее. Она через меня проходит и вдвойне уже. Ну, ты отталкивает. переживаешь, когда выходишь на сцену? Да, я же говорил. Сначала переживаешь, потом уже как только с первых... Это то ли секунды вот это вот все длится. Там не то, что стоишь, переживаешь, там 20-30 минут там перед выходом. Ну, как правило, это Да, на несколько долю, секунд, да, на долю несколько секунды секунд. какие-то переживания есть, ты все равно прогоняешь через себя это на секунду. А потом уже, когда на сцену выходишь, это все пропадает. Я вот даже когда в первый раз вообще я на сцену вышел вот так вот уже в профессиональной карьере, это как раз таки вот ТК тракторостроителей на совместном концерте с артистами эстрады. Первый раз вышел, у меня тогда вообще тоже ни капли волнения почему-то не было. А вот потом уже как-то началось. Знакомые чувства. Какие цели ты ставишь на ближайшее время, месяц, на более долгую перспективу? Какие у тебя задачи, мечты есть на данный момент? Чего хочешь добиться, может быть? Расскажи нашим свои. Хочется с концертами ездить вот по селам, по городам нашей Чувашии. Пока что в приоритете. Ну, может, конечно, и выезд в Татарстан ездим, в Башкирию. Тоже ездил с командой, выступали. Чуваши много в этих регионах. Ездили тоже в Ульяновск. Тоже в прошлом году в это время как раз ездили в Ульяновск с концертом. В этом году тоже хочется вот так по Чувашии поездить вместе с командой, набрать тоже талантливых артистов в команду. Один из них пальцем не будем показывать, вот. И справа от меня сидит. Уже думаем как раз с тобой. Кстати, я тебе эту тему предлагал, по-моему, да? Ты мне тоже. Мы с И тобой как-то, обсуждали эту тему, Но да. пока вот все в голове мыслей много. Думаем. Вот хочется, чтобы прям график концерта прям все Да, выложил. да, Люди уже знают, люди в предвкушении. Ну, в общем, прям как у настоящих вот звезд русской эстрады. Потому что у них там целые графики на полгода вперед. Вот хочется тоже, чтобы вот так же ездить, радовать людей своим творчеством. Так и будет. Так и будет. Главное верить и что-то делать для этого. А мы для этого будем делать. И следующей осенью мы этот график вам предоставим. Будем стараться с Вовой. Будем стараться, но пока обещать, конечно, мы ничего не можем. Конечно. Все со временем. Стечение обстоятельств всякие бывают, это тоже можно понять. Но в мечтах, в планах и идеях у нас, конечно, много чего имеется. Вот одно из этих мы пытаемся реализовать. Расскажи, пожалуйста, откуда ты родом и вообще про себя. Родом я родился в Чебоксарах, жил в Чебоксарах. Родители у меня папа с Красночитайского района, мама с Канашского района. Как так получилось, то, что я вообще чувашский знаю, да? Многие, потому что в Чебоксарах родились, выросли, не знаю чувашский. А я знаю, потому что у меня родители чуваши. Отправляли меня к бабушке с дедушкой на лето. И я там с пацанами бегал. Поначалу, конечно, не понимал их, но как-то уже за целое лето выучил чувашский язык. Мне очень понравился. Потом уже, когда в школу пошел, чувашский язык понравился, сам предмет. То есть инициатива была от меня учить чувашский язык. Вот. Жил в Чебоксарах Вот, до 5 класса. вот что потом- надо сказать, Вован, поколению, чтобы Да, учили да. чувашский язык. Потому что поколение растет, язык забывается. Будет грустно, если вот чувашский язык забудется, но всеми силами
тоже наш вклад есть в этом, я думаю, не маленький. Конечно. А кому мы будем Популяризации петь чувашские песни тогда? Чувашского языка, популяризация от нас тоже есть, имеется. Вот. До 5 класса жил в Чебоксарах, потом переехали в Кугесию, теперь я живу в Кугесиях. Вот. Мгм. Так вот. Слушай, а петь ты в какой момент начал? Ты вот сразу понял, что ты будешь петь в своей жизни и свяжешь Нет, свою я- судьбу с музыкой? С детства как бы не было даже таких мыслей, то, что я буду профессионально на этом уровне заниматься. А так пел я с детского сада. Даже есть фотографии, я в соцсети выкладывал, как я стою в чувашском наряде. Кстати, первая песня в моем исполнении, я даже не на русском языке пел, а именно на чувашском языке. Это была песня Сергея Кувшинова «Аханне Мане», песня про маму. Ее раньше постоянно по телевизору крутили, когда я маленький был. Видимо, я где-то вот в деревне услышал на фоне. Мне эта песня очень понравилась. Родители тоже как бы видели во мне какой-то талант, наверное, и учительница в садике по музыке, преподавательница тоже видела. Родителям сказала: вот, какой-то талант имеется у вашего сына, надо развивать. И вот так вот с детства, как в музыкальной школе я вообще не ходил, нотных грамот не знаю. Ни на каком инструменте играть, к сожалению, не умею, но все впереди, все может, всему нужно научиться. Пел в школе, вообще не хотел петь, кстати, представляешь, меня на учительница по музыке на конкурсы записывала, местные конкурсы по Поволжью, там на всероссийские записывала, я просто убегал. Мне просто хотелось с пацанами на улице погулять, в футбольчик поиграть. Я убегал, но приходилось, людям нравилось, видели во мне талант такой. По итогу вообще в эстраду я случайно попал. Хотя у меня, как многие... Думают, что отец твой, да, Да, Шинжаев? многие, вот, кто сейчас смотрит, кто меня знает, думают, мой отец Шинжаев. Ну, это родственники мои, но как бы я несколько раз просил, я говорю, хочу на эстраду, как-то с их стороны инициативы и поддержки не было. Потом у меня забылась вообще эта тема, я думаю, как-то надо с людьми знакомиться. Ну, кто профессионально этим занимается, знакомиться, у них чему-то учиться, вместе работать, как бы опыт получать. Я, по-моему, тебе даже помнишь, ты не помнишь, наверное, я тебе рассказывал до этого. В каком году, то ли в 2011, 12, 13 годах я тебе ВКонтакте, помню, написывал: привет, там, как дела, что-то, помнишь, нет? Ну, не знаю, я помню, что общались, то, что ты Да, написывал, не помню. Раз, там, я фанатом твоим вообще был, можно сказать так, постоянно слушал. Вот. Ну, общались, я даже вот не помню, как мы с тобой вот так вот уже начали близко общаться, вместе работать, дружить, как-то само спонтанно, да? Как-то потихонечку, да? Как-то вот, да, вот начиналось вот с ВКонтакте, тогда очень популярная была соцсеть. Все его видео, все песни его, все творчество именно там было. Поэтому как я смотрел, наблюдал, решил вот написать, общались, начали общаться. А потом уже в 2016, в конце 2016 года я вообще работал, сидел. Вот как ты говорил, то, что вот откуда я беру, черпаю вдохновение. В один момент вообще вдохновения не было. Я сам вообще стихи пишу еще с 2011 года. У меня более 200 стихов. Вы можете ознакомиться с моим творчеством. ВКонтакте тоже группа имеется. Я думаю, мы прикрепим, да, эти группы с моими стихами. Конечно. Не удивляйтесь, там есть и непонятные такие психоделические какие-то стихотворения, но в основном там про любовь, про пейзажи, есть даже философские. Вот, и я работал в 2016 году в охране на промзоне. Вообще ничего такого вдохновляющего там не было. Но ты находил. Тишина, но я находил и как-то сидел такой, приунывший немного. ВКонтакте
списался, вот у меня в Кугесях тоже, может, тоже знаете, довольно известная исполнительница чувашская, Кристина Сафронова. Она тоже с Кугейс, мы в одной школе учились, но я постарше немного, а так мы не общались особо, когда в школе учились. А вот как-то вот сообщались именно вот когда я на промзоне сидел. Я ей написал, типа, вот так и так, типа. Ну, она уже вот тогда как раз популярная уже начала становиться. Я говорю, вот я тоже стихи пишу, говорю, творческая личность, вот тоже, типа. Ну, она сама где-то вот так вот знала то, что я вот и в школе, когда выступал, что есть у меня какой-то талант, так скажем. И в итоге она говорит, мне нужен, говорит, на дуэт исполнитель, давай, говорит, попробуем. Я такой думаю, ну, по приколу, ну, можно попробовать, да? Хотя я вообще, ну, на чувашскую эстраду вообще не метил, я вообще сразу на российскую метил. Я думаю, ну, можно попробовать. В итоге там у нее и слова, и музыка были, просто вот исполнителя мужчины не было для ее дуэта. И мы все как-то быстро, там, буквально там на следующий день, у нее там, по-моему, запись там уже на студии Кости Рязановой была. Буквально вот там за 3-4 дня мы песню записали, сделали. Я вообще в первый раз пришел, попробовал себя в этой индустрии, так скажем. И просто я, когда песню записывал, прям такой кайф поймал. Вайб прям захотелось. А у меня еще задолго еще лежали вот наброски вот со стихов на песне. И я вот Косте говорю, давай, говорю, типа, вот у меня есть, говорю, и музыка, говорю, есть, и слова подготовлены. Я говорю, давайте попробуем записать. Я говорю, мне очень понравилось на студии песни записывать. Я буквально там за месяц там еще плюс 3 песни, по-моему, записал. И я сразу же вот первый, вот, как говорил, первый концерт у меня в ТГ «Тракторостроителей», сразу на большой сцене. Ну, я считаю, вот профессиональный как раз концерт. А до этого, когда в школе выступал, это так, можно сказать, любительское. Там и залов особо таких не было, и мандража такого не было. Но первый раз, вот когда я выступал, даже мандража не было. Сразу там на 1000 человек, зал полный. Потом вот дальше пошло-поехало. Хочу сказать большое спасибо Кристине Сафроновой, то, что вот поддержала меня, можно сказать. Дала огромный толчок. До сих пор дружим. Скоро общаемся, и скоро идеи тоже есть совместные, на дуэты, на концерты вместе ездим. Вот так начал я свой путь к эстраде. И до сих пор по этому пути идешь. И я надеюсь, что будут у тебя много песен, и тебя ждет большой успех. Спасибо. Все с Божьей помощью. Я думаю, все получится. Надо всегда верить и думать о своей мечте и идти вперед. Вов, смотри, у нас у каждого и были в жизни какие-то неловкие моменты, да, за что нам стыдно. Расскажи пару моментов, за которые тебе, истории в жизни, за которые тебе было бы стыдно, который ты готов рассказать. Ну, моменты, но они очень стыдные, я бы сказал. Тут, если я начну рассказывать, все с ума сойдут. Потом начнут много хейтеров, не знать. много хейтеров появится. Но я думаю, для таких нужно сделать тоже специально такой подкаст. Для именно хейтеров? Вот как... Для хейтеров. Да, чтобы хейтеры хавали тебя именно вот потом, когда тебя увидят, вот ты там облажался, вот у тебя такой момент был, такой момент был. У хейтеров, ты думаешь, что у хейтеров нет никаких? Ну видишь, ты раскрываешь свой, допустим, они об этом не говорят. Постыдный момент для них, ты как будто вообще без разницы. Для них, без разницы. Они это видят, а потом тебя начинают еще сильнее крывать. Ты говоришь не для хейтеров, ты говоришь для подписчиков. А хейтеры, они выполняют свою функцию.
то, что ты рассказываешь, мне кажется, это наоборот раскрывает тебя как человека. Все, я расскажу. Вспомнил. Это, мне кажется, больше плюс, чем минус. Ну, такое, в общем, вы не подумайте, то, что я там какой-то злодей, тудым-сюдым. Ну, в детстве все же были такие, прям, я не знаю, там, я вот, допустим, вообще сорвиголова был. Везде там нос свой суну, везде там где-то подлянку кому-то устрою, где-то так. В общем, у меня вообще в детстве был любимый фильм «Трудный ребенок». Смотрел такой фильм? Трудный ребенок, возможно, смотрел, но... ПСТ всегда крутили. И он там постоянно всем пакостил такой. Там в костюме чертика такой ходил. То там, я не знаю, то кому-то там лимонад насыпает, то ли чё. Всякие такие поглянки. Ну, я, конечно, такие не делал, но вот это мой любимый фильм был. Мне даже сны снились, как я с ним вообще там кошмарю всех Вместе с ним в паре. Да, мне сны такие снились. Настолько я любил этот фильм. Злодей. То я Вот настолько злодеем, как он не стал. Так что имейте в виду, но вот тем историю не вот менее- такую я расскажу сейчас. Это было, когда я учился, я не помню, там где-то, может, 2-3 класс. Осенний бал у нас намечался в школе. И, как обычно, там давали стихотворение учить. Там либо костюм придумывали, либо на голову там такие, как ободки. Давали нам овощи. Допустим, вот ты будешь там огурец, допустим, да, ты будешь, я там буду, допустим, там помидор, тот там будет там редиской. Но я почему-то хотел быть баклажаном. Представляешь? Почему-то хотел быть баклажаном. Может, я стих тогда какой-то уже заранее знал, где-то мне там попался в книжке. Но не суть. Учительница раздает теперь роли. И дала мне, короче, огурец. Я такой думаю, не, так не пойдет. А другому Где баклажан? другому однокласснику дала баклажана. А я почему-то учительнице не сказал то, что я хочу быть баклажаном, и она бы нас поменяла же просто, да? Ну, она же учитель, как педагог, она всегда поймет, навстречу детям пойдет. И я подошел сразу к нему. Я говорю, отдай мне роль баклажана. Он такой, не отдам я тебе роль баклажана. Я говорю, отдай, я тебе огурца своего отдам роль. Он говорит, нет, не отдам. И я что-то психанул и толкнул его. А он высокий еще, а я маленький такой бегал. Он высокий еще такой. Я его толкнул. И он головой ударился затылком об парту. И умер, прикинь. В смысле? Давай-ка не рассказывай такие. Шучу. Нет, тут. Иногда я могу там как-то не так пошутить. Вы не думаете? Просто ей кровь пошла у него. Я-то понял, юмор могут не понять люди. И у него пошла кровь, в общем, я сам испугался. Там сразу медиков. Так и роль баклажана я все-таки получил. Кстати говоря, у меня есть фотография. Кто бы Может, сомневался. я тебе отправлю потом, может, ты вставку сделаешь. Ну ты его отвоевал, да, я так понимаю? Да, я отвоевал, но каким образом, представляешь? Вот это очень стыдно мне. Если вот одноклассник меня смотрит, вообще следит за творчеством, либо это видео увидит, то извини. А так много постыдных историй. Я сам хотел как бы подкаст открывать. Думал тоже какое-нибудь шоу начать снимать, вот как у Азамата Мусагалиева. Постыдные истории там рассказывать. Я себя знаю. Смотрел на это? Нет. Смотрю, очень интересное шоу, передача. Вот как-то я думал тоже там звать друзей, тоже вот артистов, блогеров. И ну, чтобы они рассказывали постыдные. Но там суть программы, если неправильно угадываешь заданный вопрос, если неправильно угадал, то расскажешь постыдную историю. Поэтому я думал, у меня много постыдных историй, я тоже думал. И в итоге сам. В итоге вот сам эту сидишь, решил рассказываешь. Да, решил постыдную одну из них рассказать. Но остальные это прям вообще жесткие истории. Это я не Ну ты знаю. две рассказывал, еще есть? У нас Какая-нибудь? культурный подкаст же, да? Конечно, Поэтому я Если думаю, вот эта исключительно. шутка, то, что я его толкнул, и он не зайдет. Я думаю, только не вырезай или вырежи. Нет. Нет, ничего не буду вырезать. Оставлю как есть. Если ты не расскажешь какую-нибудь зашкварную историю еще. Не, зашкварно не буду рассказывать. Это я оставлю Остальные ты оставишь на потом, да? на потом. Да. Хорошо. Именно творческую жизнь хочется немножко обсудить.
У тебя, может быть, какая-то песня уже на подходе, ты записал, придумал, сочинил. Что-то есть новое? Есть, но они все в процессе подготовки. Есть и на русском, есть и на чувашском. Ну, на русском так у меня, конечно, не особо заходит, но если развивать на российскую аудиторию, на Россию, то, конечно, можно развиться, но пока больше на чувашскую эстраду ориентир. Есть, имеется там штук 5, наверное, песен, но где-то слова подкорректировать надо, где-то слов нет, но музыка есть, где-то есть слова, но музыки нету, но все в процессе. Если заниматься там каждой отдельной песней, то в ближайшее время, я думаю, через месяцок, 1,5 месяца. Сейчас слова пишутся, у меня музыка имеется. Вот осталось слова дописать, там какие-то наброски имеются. И в ближайшее время постараюсь порадовать своих фанатов, слушателей новыми материалами. Я в том числе буду ждать тоже от тебя новинок, новых крутых треков, поражающих воображение. Что-то хочется новое. Что-то хочется новое не только в плане песен, а именно подхода. Да, Что-то такое. подачи тоже Да. многое зависит. Сниппеты снимаешь, рекламируешь перед выходом песни, чтобы интрига была у слушателей. А не просто так вкинул. Она просто так не залетит, так скажем. Ну, послушают, допустим, там, а ажиотажа такого не было, допустим, да, вокруг трека. Нужно какой-то ажиотаж делать, стараться, пытаться. Вот, все делаем потихоньку, движемся вперед, назад никогда не идем. Да, это правда. Скажи, что тебя больше всего вдохновляет на творчество, на то, чтобы как-то что-то в жизни делать вообще, да, чтобы не сидеть на диване, не лежать, плевать в потолок, а именно на создание какого-то на создание своего пути. Везде Нет. свой особый вайб, допустим. Вот Мы же погода, да, весна вот радует чем-то своим. Оттуда берешь раз, щепнул от весны. Вайб какой-то. весна это То же самое иногда вот ты лежишь, настроения нету, в потолок льешь, тоже какой-то вайб свой есть. Нам какую-нибудь вот песню, у меня вот «Сивищ юмора ничего», такая немного грустная песня. Как раз где-то вот То есть оттуда тебя я отщепнул. посещает какое-то такое состояние апатии. Бывает такое в твоей жизни? Когда Бывает, тебе вообще не хочется ничего делать, и ты не знаешь, куда двигаться. бывает, но потом с этой апатией уходишь и понимаешь, что А что лучше тебе в ней не находиться, а потом приходится просто вдвойне работать, втройне. понимание само, то есть это сила воли, да? Понимание само приходит, что ну так не пойдет. Ну, само приходит, как там пальцем щелкнул. Ну, мы же Как ты? люди творческие, у нас настроение да. меняется там Ну, за день, по- там по 3-4 дня, по- по 3-4 раза. Подход разный у каждого. Мне кажется, у каждого свои методики есть. А Если сидеть вот так вот, черпать, допустим, вот надо написать песню. что тебя Солнце расслабляет? светит, все хорошо. Если черпать, вроде все хорошо, но все равно откуда нет, того не достанешь. А где ты находишь вот это вдохновение? Может быть, куда-то пройтись по глухому лесу, где-то по парку, или там, я не знаю, пойти в баню, попариться, Можно и расслабиться. так, можно хоть в бар пойти, хоть в клуб. Там, Ну, я говорю, по кусочкам где-то раз берешь, в голову придет, Теперь знаем, где-то где, вообще ничего не где придет. Вову искать в бане и в баре. Везде бываем. Хорошо. А тебе сейчас сколько лет, Вов? Почти 30. Почти В этом 30. году 30. Почти 30. Но Слушай, я ну, не ощущаю себя на 30. так же, как и я на 40 себя не ощущаю. Но смотри, у тебя есть какой-то определенный багаж знаний, опыта, да? Что бы ты посоветовал вот этому подрастающему только поколению, чтобы В ты плане посоветовал? жизни или в плане творчества? И в жизни, и в творчестве. Потому что это
так сказать, пересекается в жизни, да? Жизнь, В творчество. плане творчества я могу сказать, чтобы вот хейтеров всяких не слушали. Бывают и взрослые хейтеры, вроде как у нас в детстве учили, надо взрослых слушаться, прислушиваться. Конечно, прислушаться вы можете, но хейтеров старайтесь не слушаться, идти только вперед. Потому что у них цель такая, тебя сбить с ног. Есть такие люди. Мне кажется, И люди некоторые большинство бесцельно делают, они просто пишут, чтобы написать, чтобы самореализоваться, да? Это не конструктивная критика, Но видишь, это просто некоторые просто есть нагадить. люди, которые близко к себе воспринимают все и могут. Вот, только ты вроде начинаешь, только у тебя в планах грандиозные мысли, и сразу на пути такие люди попадаются и как-то подавляют тебя. Ну, то есть Каждый же человек может. совет слушать близких и чувствовать, Да. чувствовать сердцем. Сердце подскажет, чем тебе заниматься. А хейтеры, они И держите. пусть пишут, пусть они будут, я вот так скажу, пусть они будут. Пусть они будут. Они часть жизни. И возле себя старайтесь окружать правильными людьми, которые всегда поддержат, подскажут. Но где-то, конечно, надо их тоже проверять. Где-то. Потому что ты во всех не можешь быть уверен на 100%. Вот. А в жизни я прожил до всего 29 лет. Все еще впереди. Может, потом борода посидеет. Буду как философ учить. Вот. Тем не менее, к 30 годам человек сформировался как личность. Поэтому что-то поменяется, как у меня к 40 годам. Но основные базы вот этих вот приоритетов, они все-таки уже в голове заложены и воспитанием, и личной жизнью, и опытом, в общем. Так что, в принципе, все, что ты сказал, имеет место быть. Так, ну что, давай перейдем к блиц-опросу. Давай. Надо, задача, сам понимаешь, как догадался, просто быстро ответить на... Такие вопросы. Да, я люблю. или это. Твой любимый блиц. Итак, поехали. Мерседес или BMW? Мерседес. Секс или концерт? Секс на концерте. Творческий человек выкрутился. Не, ну так не пойдет. Давай, либо то, либо то. Секс после Концерт. концерта. Концерт. Концерт. Хорошо. Минор или мажор? Я, кстати, не разбираюсь в этом. Минор это грустно, мажор это мажор. Ну, сам понимаешь? Мажор это для меня богатый человек. Я просто нотограмм не изучал, эти нот всех не знаю. Это не только Но сам касается можно нот. сказать артист музыкант, да. Минор, мажор. Ну, вот эти вот радостные, грустные моменты. Да. 50 на 50, Минор. давай так ответим. Хорошо, ну ладно, пойдет. Зенит или Барселона? Зенит. Зенит. Гитара или баян? Гитара. Фортепиано или электрогитара? Фортепиано. Это я сейчас приду. Я, Сама- кстати, хотел тебе сказать. Фортепиано я хочу выбрать из того. Первое ты спросил гитара Или баян. или баян. Но, Я вообще хотел ответить Фортепиано. фортепиано, и ты следующий вопрос задаешь. вот, Видишь, два Володины, мысли мать. у нас это частот одинаковый, мы транслируем примерно на той же частоте. Самолет или поезд? В самолете не летал, поэтому выберу поезд. Спортивка или классика? Спортивка. День или ночь? Ночь. Дом или квартира? Дом. Картошка в мундире или солянка? Картошка в мундире с маслом. С маслом на сковородке с солью посыпанным. Зеленым, с репчатым лучком и с рыбкой. Рыбкой, вот, хотел сказать с рыбкой, да, все. Аж захотелось, Объедение да? уже захотелось, да, слюны начали выделяться. Кошка или собака? Кошка. Седан или джип? Джип. Душ или баня? Баня. Море или горы? Море.
Море, море, море. Снится море, а не в бизнесе доля. Слушай, мы с тобой нас споем чуть попозже, да? Для подписчиков. Может Думаю, быть, порадуем, в следующий раз споем что-нибудь такое, подготовимся и подготовим для вас Да, отдельный видеоролик. отдельный ролик, да, и где мы поем для вас песни. А пока смелее оцениваем наш ролик, пишем в комментариях, чтобы вы добавили или бы убрали. В любом случае, не оценивайте Да, строго. главное, Это первый Чтобы мы поняли то, что есть интерес от коннект, вас. чтобы был, да. Ждем, потому что от вас лайков, комментариев побольше. Потому что мы любим общаться. Лайков можно поменьше, конечно, но комментариев пишите поболее. Да, делитесь этим видеороликом. Сегодня для вас интервьюировал Владимир Ермолаев и в качестве гостя. Но будучи дома хозяином автомобиля, у нас Владимир Шинжаев, артист чувашской эстрады. Вов, напоследок скажи что-нибудь. Если есть чем дополнить или что-нибудь рассказать. Рассказать много что есть. Да и вопросы задавай. Я готов вообще еще отвечать. В принципе, На ходу можешь придумать. Так что мы с вами еще не прощаемся. Да, Видите, да, я его да. подловил. На какие-то более откровенные темы мы, если вам понравится, слово еще поговорим. Так что, друзья, всем еще раз спасибо за просмотр. Всем пока и до скорых встреч. Всем благ, всем добра, друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии, поддерживайте Владимира Ермолаева. Подписывайтесь на меня, конечно же. Все ссылки на YouTube, на Instagram, на все На все ресурсы будут соцсети. в описании к этому видео. Я думаю, всем понравится наш ролик. Да, Пускай сами тоже в комментариях задают вопросы интересующие. Я тоже буду заходить, буду лично отвечать. Либо снимем как-нибудь вторую часть. да, и не Как-нибудь через забываем, какое-то время. Потому что, я думаю, у Владимира там еще наперед. мы посмотрим, какой будет отклик, и не забываем про лайки, лайкосики, комментарии, подписки и репосты. Обязательно делайте. Обязательно поддерживайте Владимира Ермолаева. Да. Его начинание, и скажем, в начинании вот такой вот именно блогерской деятельности, Да. я скажу. А ты Потому был что уже на людям подкасте известно. кого-нибудь? На подкастах не был, был вот на радиоэфирах. Ну, Поэтому- тоже можем считать Да, но именно что опыт в таком какой-то формате имеется. это что-то новое А для в нас. таком правильно? формате именно вот новое. Так что Так строго, что- друзья, не судите. Да, поддержите нас, наоборот, поддержите, и будем ждать Будем почаще, ваши реакции. почаще вас радовать новыми видео. Будет радовать Владимир. Я думаю, мы постоянно радуем тоже твоих подписчиков, постоянно Будем вместе работаем, вместе поем, вместе снимаем, видео выкладываем. будем стараться делать это чаще. Все, дорогие друзья, желаем вам крепкого здоровья, Берегите любви, себя. счастья, Всем и пока. все будет отлично. Всем пока.